Чё на нерте, с вами этноблогер Генрих Немчинов. Спонсор сегодняшней магии, тушка фотоаппарата и объектив. Поехали. Когда мне говорят слово Ижма, представляю купеческие дома, церковь и такой забор. Да что там говорить. Поехали, посмотрим все наяву. И в этом выпуске вы увидите целых два села в Ижемском районе. Саму Ижму и село Сизяпск. Приятного просмотра. С Африки до Ижмы напрямик 7000 километров. С Москвы 1400, а с Сыктывкара 400. И я поехал вместе с музыкальным коллективом Исерга Сыктывкара на машине. Вова, гармошку не забыл? Куда? Куда? Чужой не пойдем. Будок тайну надо. Даже больше запасные есть. Ижма, жди нас. Восемь часов музыкальной поездки, и мы на месте. Ижемский район, моя родина. Многие Ижму знают по этой церкви. Церковь построена в начале 18 века. Да, уже древняя. Сейчас ее потихонечку восстанавливают. В Ижме действует парк и детская площадка. Я бы назвал детскую площадку хвойной, потому что тут растут сосны, ели и даже лиственница. И недалеко спортивная площадка. Фух, сейчас бы остаться здоровым. Здоровым точно останешься, ведь тут есть чистый воздух. А еще что есть? Есть банк, есть магазины, есть площадь с Лениным, Лагакерка, есть гостиница. В центре Ижмы стоит почти новый дом культуры, в котором мой товарищ Вова с коллективами Исерга и Мичагудок дали концерт. Благодарим всех ижемцев, кто пришел поддержать. Вернемся к Ижме. Чтобы на 100% погрузиться в национальный колорит, расскажу о старинных домах с мезонином. Существует стереотип, что большой дом мог построить только купец. На самом деле ижемцы всегда умели считать деньги. Поэтому купеческие дома отличались не размерами, а резными наличниками. Перед вами дом купца Норицына. В гражданскую войну тут располагался штаб красных партизан. Теперь я прохожу мимо дома местного купца Попова. Сейчас здесь Ижемский краеведческий музей. Всем гостям Ижмы советую посетить его. А что скажут про Ижму гости из Карткироса? Владимир Александрович стеногу снимает. Главное его нигде не смеян. Ижма ты сани катачиш тем да кажите Ижмас. Кажитесь. Кажитесь, блядь. А мы особенности вообще Ижмас. Не, Ижма как Ижма, но мы не особенности. Валение воды. Олени вот садили. Эг. Ну, удивительно. Но меня даже кырка слушает, вот а скирка уже я старшим я сам больше. Даже ваша кирка осталась. Зыр будет кирка я сесто. Помню, по-русски говорю. А чем нравится Ижма? А всем тишиной, людьми, лесами. Лес тут чудеснейший, кладбище чудесное, речка, прелесть, печки, дрова, печки, две печки хорошие, одна старая. В общем, дому 62 года и бабушке 96 лет. Поэтому сколько-то вот поживу, пока бабушка у нас жива, она не соглашается ехать в город. Не хочет. И давно бы везде и жила бы в хороших условиях. Есть там где жить. Все. По википедийным данным, в 2010 году население в Ижме пошло на убыль. Хочется верить, что такое замечательное село не останется пустым.
Да и вряд ли такое случится. Места ведь благоприятные для жизни. Например, Заречье, село Сизяпск. Как говорят местные, ыб. Ыб на каком языке означает возвышенность. И действительно, село стоит на холмах. А Щищ – это дятел. Когда-то тут летало много дятлов. От этого места назвали Щижа-ыб. Потом образовалось слово Сизяпск. В конце марта, когда плюсовая температура, снег начинает таять, ночью подмерзает и образуется чарым, наст. Если этот наст меня выдержит, то вам повезло. Я сниму вот тут красоту. Похоже, не сниму, но красота тут везде. Миневой, мы слован. Лымсенчай гороши десьмас. Село Сизяпск считается центром оленеводства. Наверное, тут в каждой семье кто-то когда-то был оленеводом. А я вам хочу рассказать о этом кресте. Его поставили оленеводы. Дело в том, что в тундре светит яркое солнце. Это негативно влияет на глаза. Когда оленеводы собирались в тундру, то прикладывали ткань к кресту. Потом ею протирали глаза. Говорят, помогало. 9 августа те, кому нужна какая-то помощь, тайно вешают крестики, сшитые из лоскутков, на крест. И просят помощи у целителя Пантелеймона. Опять дорогу перестраивать будете? Дорогу перестраивать? Часто дорогу перестраивают. А еще я вам не показал, как гостей приняли в Сизяпске. Горжусь своими земляками и с радостью каждый раз возвращаюсь в родные края. Przed